Сегодня мы начнем говорить о понтийской лире. Понтийская лира – это струнный, музыкальный, смычковый инструмент греков Черного моря. Лиры, так называемые лиры, как называли в Средневековье во времена Византийской империи, слово лира, конечно, нас уводит в Древнюю Грецию, к древнегреческой лире, на которой играл Аполлон, но та лира и эта лира – это абсолютно разные инструменты. Тот является шипковым инструментом и гораздо ближе к арфе, а понтийская лира, как и ряд других лир, которые присутствовали в Византии, это смычковый инструмент, на котором звук извлекается с помощью смычка. Традиционная народная понтийская лира, которая является душой понтийского народа, имеет бутылевидную форму, это ее характерная черта, имеет 3 струны, квартовую настройку, играется в вертикальном положении, вот в таком положении, упирается в колени и смычком в таком положении извлекаются звуки. На каком-то этапе я с детства был знаком с этим инструментом. Жили мы в Советском Союзе, в Ставропольском крае, и мой папа изготовлял эти музыкальные инструменты, которые и о нем до сих пор еще помнят на Кавказских минеральных водах, дядю Харлампия, который делал лиры. С детства я наблюдал, как он их делает. Конечно же, традиционное изготовление понтийской лиры деревенскими мастерами. Как правило, это были плотники, в каждой деревне был плотник, которому приносили какую-то старую лиру, и он из нее копировал, потому как только у него в деревне были соответствующие инструменты. Иногда сами музыканты, которые играли на лире, приобретали себе необходимые инструменты и тоже сами изготовляли эти инструменты и сами же на них играли. Мой отец, я помню, так приблизительно я прикидываю, он за свою жизнь, вот по крайней мере, на моей памяти, он изготовил порядка 40 лир, наверное. К нему приезжали из разных регионов Ставропольского края, даже из Осетии приезжали, приобретали у него лиры. Причем это было интересно, потому что это был спектакль. Приходил какой-то человек, его приглашали в дом. Отец, спрашивал, откуда, такой разговор. Выяснял, откуда, чего. А на стене висело у него 3, 4, 5 лир. Отец, не спешил давать ему в руки лиры, сначала расспрашивал, потом давал ему какую-то лиру, чтобы тот поиграл. И вот здесь, я был маленький, мне было лет 7, 8, 9, я сидел в углу и наблюдал, и если гость играл на лире хорошо, тогда отец маме показывал так, и она накрывала на стол. И тут начинался спектакль, который я сидел в углу и наблюдал. Отец ему дал 1 лиру поиграть, потом другую, потом, такой разговор уже о песне. На каком-то этапе отец брал лиру и играл сам, а он знал очень много старых песен понтийских, старых тех, которые уже в советское время мало кто знали, и которые наша семья очень поздно переехала в Россию из Карса в 18 году, поэтому жили там обособленно. А те греки, которые жили на Ставрополье с 1870-х годов, они уже утратили связь с исторической родиной, хотя и сохраняли полностью и понтийский язык, и понтийскую музыку и так далее, но все равно связи со старыми песнями, которые пелись на исторической родине, у них особенно не было, и музыкант, когда слышал какую-то песню старинную, он сразу просил: дядь Харлампий, дай, пожалуйста, слова записать. И, весь этот спектакль разгорался, я сидел, как всегда, в уголке, наблюдал,
под конец, значит, если музыкант был хороший, то там, значит, накрывала мама на стол, бутылку водки ставила, там соленья, что-то такое. Бедно жили, но гостеприимство было такое. В процессе этого разговора, значит, отец выяснял, спрашивал, у кого учился и так далее. Ну, подходило время к концу, застолья. Музыкант спрашивал, сколько лира стоит. И здесь отец ему говорил, но это только в том случае, если музыкант ему нравился. Это тебе подарок. Если же музыкант ему не нравился, то не было этого жеста, стол не накрывался. Отец ему объявлял 100 рублей, это была большая сумма по тем временам, на уровне месячной зарплаты рабочего. Вот. Отдавал эту лиру и прощался. Вот в этой атмосфере я рос. Часто мы с отцом, не часто, но раз в год, 2 раза в год ходили на заготовку леса, на заготовку древесины для лиры. В советское время не было таких специализированных магазинов, где можно было купить древесину, как сейчас, через интернет. И ходили зимой, в январе, в самые сильные морозы, с пилой ходили, боясь еще попасть под лесника, это было подсудное дело. Спиливали в лесу пару кленовых деревьев, тяжеленных, потом еле-еле на санках их довозили до дома. Потом он их сушил, потом распиливал, потом уже потихоньку делал из них лиры. Несколько раз я сам даже отважился с ребятами, с друзьями, соседями. Пойдем, отцу спилим несколько. Один раз пилил 2 дерева, но это был шелководческий питомник. Там выращивали, значит, тутовник, этот колхоз принадлежал шелкопрядной фабрике какой-то. Там выращивали этого, мы так что в школе, шелкопряда, червяка этого, как гусеницу. Спилили, а маленькие были, донести никак не можем. Она тяжеленная, вот такой пенек. Вот приходилось заниматься в детстве, даже нарушая законодательство Советского Союза, спиливать деревья, и даже, если по правде, это было воровство. Но чего не сделаешь ради искусства. Вот в этой атмосфере я рос, потом поехал учился я на художественно-графическом факультете, на 1-м курсе даже пытался сделать лиру, кончилось это неудачей. Потом уже в Москве в аспирантуре я совершил 2-е преступление. Я умудрился в Москве на тротуаре спилить дерево, потом распилить его, и из этого дерева, значит, потом пытался сделать лиру. Опять, значит, у меня не получилось, потому что дерево было сырое, и когда уже лира была в таком виде, ее повело, свернуло шею, она треснула и так далее. То есть были нарушены технологические процессы.